пошло. Ты же делаешь открытие каждую минуту. Так, ну что у нас? Пока я вижу сейчас пока я народ свой, так сказать, портрет. Да, поэтому... То, что в прошлый раз мне все делал Ваня, а я сидела только с этой хренью. Да. Ну, тут будете начало. Вот в таком формате будет. То есть обычно народ по состоянию без веб-камеры, поэтому смотреть вот на такие пустые не обязательно. Вот. То, что количество народу, ну, я примерно буду озвучивать иногда там сколько нас всего. Мне потом же скриншот сделают люди. Мне нужно будет знать, сколько у меня точно человек. Там с отчетами мы еще разберемся. Разберемся. В прошлый раз это был скриншот. Нет, просто скриншот количества участников одновременно это одно. А если что? В отчетах этого WebEx есть какие-то отчеты, то там цифры немножко Ну, тут я рассчитываю на вас, что вы мне его предоставите, а я прицеплю к своему паспорту. Ну ладно, я сделал. Ну, конечно, там Ксюха надо разузнать, что ей надо. Я еще схожу успеть. Так, короче говоря, ну, приветственное слово, бла-бла-бла. За чатом хотите следите, хотите не следите. Но когда вы будете показывать экран с презентацией, вы уже презентация, да? То обычно чат не видно, поэтому я буду, если что, говорить, что там пришел вопрос с чата, если сам я не отвечу. Но обычно вопрос, что там запись есть, не есть, это я лучше отвечу. Если будет, как она называется, говорите вначале, для того, чтобы задать вопрос, включите значок микрофона, задайте вопрос и выключите обратно. То есть по умолчанию у всех, кто заходит, у них микрофон выключается, чтобы тишина была, чтобы все было красиво. Вот. Ну, и задавайте вопросы. Можете задавать вопросы в чат, и вы свои какие-нибудь тоже можете реквизиты в чат кинуть. Видишь, реквизиты, они у меня есть в презентации, я планирую эту презентацию им потом предоставить. Ну, это да, это понятно. Ну, на всякий случай, я вас обозначил как докладчик, поэтому хотя бы имя, фамилия, отчество. Я в чат потом, да. Сейчас? Сюда писать? Можете прям имя, фамилия, отчество и e-mail написать наш служебный. Все, кто зайдет, если чего, они в чате увидят это все дело. Так. Что я представлюсь, в принципе. Для включения рабочего стола, я тут помогу. Кнопочка такая, это самое. Неинтуитивно понятный интерфейс. Вот. Включим. Говорят, что будет 2 человека из не республики, а там с Челябинской и Омской или Томской, не помню. Вот. Поэтому, если они вдруг будут активно диалог вести, готовьтесь, да. Как это называется? Ну, в принципе, все. То есть у вас колонки включены, если будет кто-то вопрос задавать, вы будете их в колонках слышать. Вас как слышно, контролирую я, так что если кто-то спрашивает, вас не слышно или еще что-нибудь, за этим слежу я, я сам. Если я слышу, значит все нормально. Так, ключ. Трансляция на это берусь, да. В принципе, все. И сейчас, так как сейчас микрофон включен, поэтому пока просто народу нет, мы как будем только пускать, ничего страшного, они пусть слушают, что мы даже тут общаемся, ходим, пусть этот шум уха, хотя бы они поймут, что у них звук не воспроизводится. Ну, соответственно, поэтому компромат не говорите. Как начнем пускать, так уже, значит, они будут нас слышать, за нами следить, поэтому. Но начинать раньше времени, конечно, не надо. Попозже. Потому что народ все увеличивается обычно. Презентацию как подключить, чтобы она была не видна? Ну, сначала вы запустите ее. Так она у меня на рабочем столе. Могу свернуть? Так, вы скопировали, это только закройте флешку. Да.
Ну ладно. Квадрат. Ну, какой есть. Чем? Нет, ничего, я вспоминаю, что я могу пропустить, забыть или еще что-то там, потому что сейчас ссылку поставлю. Ну, мне, видишь, все равно презентация будет на весь экран, да, то есть я все равно не буду видеть никого и не слышать ничего. Нет, слышать как раз будет. Видеть, скорее всего, да. Только если выключите презентацию, то потом вы можете общаться. Если будет так. А вы на чат послали что-нибудь или нет еще? А что? Написали и не послали или что? Я ничего не посылала, что не написала. Нет, ну, я же, эти, как это называется, типа, как Я зовут... написала себя. Нет, написали, не написали, а в этот... отправить сообщение не отправили. Нет. Вот, и надо хотя бы Enter нажать. Так. Email надо загрузить. Это семинар или не семинар? Это семинар или не семинар? Это... Семинар? Как у нас Нормально Библиоэкспресс позиционируется? Что же, без одной минуты? Так, сейчас я народ начинаю посмотреть, что они будут начинать слушать. Здравствуйте.
Коллеги, меня слышно уже? Мгм. Если что, я буду к тебе, не стесняясь, обращаться. Ну что, классические 15 минут мы ждать не будем, но минуты 3-4 подождем. Да? И начнем. Мгм. Нет, я покажу, как нажимать Мгм. демонстрацию работы. Хорошо. Ну что ж, коллеги, 11:02. Я думаю, можно начинать. Да, можно начинать. Здравствуйте, меня слышно? Хотя бы помашите мне, да, чем-нибудь. Да, отлично. Нас мало, но мы, как водится, в тельняшках. И надеюсь, что какой-то период пройдет времени, и к нам присоединится кто-нибудь еще, а если и нет, то тем лучше. Да, а нам с вами будет о чем поговорить лично. Если вдруг вы захотите в процессе нашей беседы, ну, наверное, это будет в большей степени монолог, задать какой-то вопрос, вы можете включить микрофон и задать, либо написать в чат. Вот. Если вопросы возникнут постфактум, уже пишите, звоните, по любому средству связи я доступна. Презентация также будет вам отправлена. И какие-то дополнительные, если документы или что-то, вот какая-то информация вам потребуется, все, пожалуйста. В презентации будет все указано, все мои контакты. Напомню, зовут меня Сердитова Елена Николаевна, я заведую сектором редкой книги, региональным центром по работе с книжными памятниками Республики Коми в Национальной библиотеке Республики Коми. Тема наша сегодня, тема нашего разговора, она посвящена книжным коллекциям в библиотеках. Эта тема, сейчас я подключу свою презентацию. Угу. Сюда? Вот она. Жива? Сюда нажимаю. Ну вот прекрасная возможность кому-то еще подключиться, да, пока мы тут разбираемся. Стас, закрой дверь и, пожалуйста, все твое внимание в ближайший час должно посвящено быть только мне и нашим гостям и участникам.
Мгм. Коллеги, маленькие технические заминки, они должны были произойти, вот они происходят. Да. Мгм. Вы видите презентацию? Видите, да? Мгм. Хорошо. Закрывай. Закрывай все, что нужно закрыть. Так. Мгм. Итак, книжная коллекция. Организация сохранения и творческое использование. Ну, почему, собственно говоря, я решила поговорить об этом? Потому что ну, традиция формирования каких-то коллекций, не обязательно книжных, а вообще коллекций документов в библиотеке, она не нова. Собственно говоря, и в те годы, когда библиотека была практически единственным таким источником упорядоченной информации и получения ее, да, и тогда формировались какие-то коллекции, которые особняком стояли от общего библиотечного фонда и формировались немного по другим принципам. А сегодня, в сегодняшнее время, на сегодняшний день, они обретают новую какую-то актуальность и перспективность как средство популяризации книги, как средство научного исследования, получения какого-то опыта, какой-то краеведческой работы. Стас, ты будешь управлять моей презентацией, да? Это как-то было неожиданно. И, собственно говоря, сегодня то, о чем мы с вами будем говорить, это скорее результат нашего скромного опыта и опыта работы с коллекциями, с формирования какого-то дальнейшего опыта работы с ними. Теории будет немного. Заранее прошу прощения, что вначале довольно будет скудный визуальный контент, но обещаю, что к концу нашего разговора я все это возмещу с лихвой. А пока будет преобладать текстовая информация. Итак, что можно сказать о книжных коллекциях документов в библиотеках? Сегодня в публичных библиотеках, ну, если следовать какому-то такому общему анализу, преобладают такие коллекции, как собрание местной периодики. Очень частые случаи – это собрание коллекции книг с автографами и дарственными надписями знаменитых уроженцев того или иного места или гостей, посещающих библиотеку или край, да, которые, как правило, собираются на встречах с этими самыми гостями. Коллекции частные, да, частные владельческие, частных лиц, в первую очередь это личные библиотеки каких-то известных земляков, выдающихся деятелей края, для того места, где располагается библиотека, владелец данной коллекции, хранитель ее. Краеведческие коллекции различного толка, тематические и прочее. Ну, архивы. Архивы – это, как правило, личные архивы. Немножко они стоят особняком, много сегодня времени им посвящать не будем, потому что это немного там своя история. Поговорим в основном о книжных коллекциях, какими они бывают, какими они могут быть, как мы можем с ними работать, какой есть у нас опыт, и, может быть, вы поделитесь своим. Прежде всего, нужно понять, да, и определить, в первую очередь для себя, как для профессионалов, а что же такое книжная коллекция внутри библиотечного фонда. Да? То есть, получается, библиотека в библиотеке, есть такое тоже суждение, мнение. То есть иногда даже возникает вопрос о необходимости, нужны ли, собственно говоря, какие-то коллекции внутри библиотеки. Ведь библиотечный фонд также формируется по каким-то нам всем известным научным критериям, имеет научную организацию, где учитываются многие факторы, в том числе и окружающие библиотеку место, в первую очередь. Да? И тут надо, конечно, для себя
такое, привести себя к такому пониманию, что все-таки библиотечный фонд – это собрание, в первую очередь, литературы, да, книг с информацией отраслевой по тем или иным областям знания для того, чтобы пользователи имели возможность эту информацию порядочно получить. А коллекция в фонде библиотеки, книжная коллекция, документная коллекция – это отдельный объект, который в первую очередь там превалирует все-таки культурно-историческое значение этой коллекции как объекта. И книга там приобретает уже немного другой, да, смысл, рассматривается с других точек зрения, чем просто носитель информации. Ну, это, в общем-то, самые понятные и простые вещи. И вот здесь, если говорить о терминологии, да, в этой теме, то особого какого-то одного прямо строгого термина, дефиниции, обозначения для книжной коллекции или библиотечной книжной коллекции нет. Есть различные предложения, но вот в том аспекте, в котором мы рассматриваем сегодня с вами книжную коллекцию, тут скорее можно смотреть термин «общий коллекционирование». Да? Это как отбор одних материальных объектов, тут заметьте, материальных объектов, да, соответствующих какому-либо критерию, из ряда других, этим критериям не соответствующих. То есть это такой общий принцип коллекционирования для коллекции всего. В том числе он может быть применим и к книжным коллекциям. Какие типы коллекций традиционно сегодня, на сегодняшний день мы имеем? То есть традиционное, понимаемое собрание рукописных печатных книг или других документов, объединенных в одном пространстве и времени, да, то есть существующие автономно. Но, собственно говоря, автономность книжной коллекции – это один из основополагающих принципов ее существования в библиотеке. Смешанный тип, он тоже имеет место быть. У нас есть такие примеры, когда объединение документов в качестве коллекции пока или это принципиальное решение, да, или временное, существует на уровне справочно-информационного аппарата. Да, то есть есть отдельная картотека или каталог, да, коллекции, где можно эту коллекцию, так сказать, ее образ увидеть. Но экземпляры коллекции, они по каким-то причинам разрознены в фонде библиотеки. Ну, тут есть тоже определенные решения и определенные причины, и решения принимает каждый владелец, каждая библиотека, исходя из своей ситуации. Ну и электронная коллекция – это то, без чего мы сегодня не можем жить. Вот, например, иллюстрация у меня здесь применена из нашей национальной электронной библиотеки. Да, раздел коллекции вы заходите, и вот можете увидеть целый ряд электронных наших коллекций по разному принципу собранных, в основном тематические, конечно же, коллекции. И что сказать еще о электронных коллекциях? Они также могут быть взаимосвязаны. Например, у вас может быть чисто виртуальная, да, онлайн-коллекция, когда вы собираете ее цифровые образы участников коллекции, экземпляров из коллекции, из каких-то других, да, мест хранения. Самих физических источников у вас нет. И либо у вас есть эта коллекция в ее физическом виде, и вы принимаете решение полностью ее оцифровать и для более широкого, так сказать, доступа, для популяризации выкладывать на какие-то ресурсы. Но это еще имеет значение для сохранности. Да? То есть цифровой образ – это еще такой, можно сказать, страховой контент для коллекции. Ну, функции у коллекции, основные мемориально-историческая, просветительская, кумулятивная, думаю, тут, в общем-то, особых объяснений и не нужно. Да? То есть историческая память, научная основа коллекции может служить для каких-либо просветительских проектов, для любых. Ну и кумулятивное – это собирание в одном месте какой-то наиболее полного репертуара чего-либо, да,
по интересующей вас тематике. Ну, вот сейчас мы конкретные примеры с вами будем впоследствии очень скоро рассматривать. Итак, основные признаки коллекции, да, то есть что мы можем смело уже называть коллекцией, какими она должна обладать признаками книжной коллекции. Целостность, да, то есть это вот цельный объект, состоящий из многих, из нескольких объектов также, да, который вот в совокупности представляет некую цельную структуру, тематически объединенную, еще по каким-то признакам. Повторяю, мы все примеры с вами рассмотрим, но я думаю, вы сейчас понимаете, о чем я говорю. Упорядоченность, да, то есть внутри коллекции всегда есть определенный тоже порядок. То есть есть хронологические критерии, есть количественные, есть типа видовые, тематические. Вот, и порядок внутри коллекции, грубо говоря, он обязателен. То есть это не должен быть просто какой-то набор книг по формальному признаку. Вот это не совсем коллекция. То есть это более глубокая система организации. Ну и автономность, о ней я уже говорила, да, о том, что практически всегда коллекции существуют автономно, то есть отдельно. И даже вот в том случае, когда является смешанный тип коллекции, когда все-таки экземпляры по какой-то причине разрознены, но уже есть образ коллекции в виде картотеки, да, или какого-то вот такого документа, либо справочно-библиографического, в структуре справочно-библиографического аппарата библиотеки. Что еще я здесь хочу сказать? Напомнить, да, об этом я уже сказала, что все-таки в общем библиотеке комплектуют литературу, а не книги. Вот. И коллекция как собрание книг либо других документов. Здесь историко-культурный аспект преобладает над прикладным. И, как правило, она существует автономно. Либо это объект, то есть коллекция, которую уже в готовом виде приобрела библиотека, либо вы принимаете решение о формировании новой коллекции и выделяете ее из своего фонда, либо каким-то другим образом комплектуете и отбираете, формируете коллекцию по тем критериям, которые вы для себя определили. А мы сейчас рассмотрим вот два вида появления и существования таких коллекций. Но если все-таки приобретение уже готовой коллекции, это как бы отдельная песня. Если же вы решили, да, приняли решение какую-то коллекцию сформировать сами, то вам нужно определиться с ее профилем. То есть сначала создать такой виртуальный образ коллекции, чтобы с ним уже потом идти в фонд или в другие источники и формировать грамотную, хорошую коллекцию. То есть вообще формирование любой коллекции, да даже уже приобретение готовой, это всегда все-таки какая-то должна быть какой-то импульс, да, цель, идея, то есть для чего она вам нужна. То есть стоит ли тратить ресурс свой для того, чтобы сформировать ту или иную коллекцию. Ну, каждый решает для себя сам, что он хочет получить, да, в результате формирования той или иной коллекции, какую он работу дальше будет проводить. Порой импульсом, да, для формирования коллекции может служить самый простой девизу просмотр какого-то ретроспективный какой-то просмотр вашего фонда, да, какие-то владельческие знаки, штампы, автографы, те же самые дарственные надписи. Если они начинают одни и те же встречаться более или менее часто, у вас уже зародилась идея, что, возможно, можно создать какую-то коллекцию, и вы начинаете работу в этом направлении, изучаете, собственно говоря, штамп владельца и его историю. И тут вот уже можно говорить там о генеалогии книжных коллекций. Итак, какие у нас бывают профили типа коллекций?
коллекции видовые. Вот это часто довольно встречается в публичных библиотеках. Это коллекции, где в первую очередь основной принцип отбора, основной признак – это форма, полиграфические особенности издания, определенный вид документов, скажем, открытки, календари. Да, вот, подобные. Или, например, коллекции миниатюрных, малоформатных или, наоборот, большеформатных изданий. Это тоже довольно такая общая вещь. Коллекции коллективных владельцев. Вот это коллекции, которые были собраны в свое время, как правило, да, такие исторические коллекции, книжные собрания общественно значимых учреждений, организаций и обществ. Ну вот такие коллекции, как и личные коллекции владельческие, книжные собрания отдельных людей, да, деятелей культуры, науки, политики, библиофильские коллекции, они могут поступать в библиотеку как уже, собственно говоря, в готовом виде каким-то образом, так и могут быть сформированы самой библиотекой путем отбора из общего фонда. Тут вот как раз и работает вот этот принцип отбора по признакам бытования по владельческим знакам, по книжным знакам. Да. Коллекции тематические. Вот тут идет, как правило, тема как основной принцип, и внутри коллекция может быть и разновидовой, и совершенно разной по хронологии и по другим признакам. Но тема, как правило, книжной коллекции – это не тема содержания изданий, которые в нее входят, а это общая тема, например, коллекция Пушкинианы. Да? Вот у нас есть такая, да, то есть это тема Пушкин в редких изданиях. То есть в данном случае вот под эту тематику подходит очень много видов и типов изданий и документов, которые мы собираем в эту коллекцию. Ну, книговедческие – это коллекции, посвященные истории книги вообще, да, книги как материального предмета, как свидетели истории. Немного расскажу о коллекциях Национальной библиотеки. Да, вот я отобрала такие наиболее показательные в данном случае и разделила их на несколько вот частей. Например, первая часть – это у нас идет коллекции личные, да, владельческие коллекции. В данном случае я отобрала несколько довольно разных коллекций. Вы можете подробнее с ними ознакомиться вот по ссылкам, которые есть на слайде презентации. Но на самом деле вот эти все коллекции образованы на основе личных владельческих собраний, которые поступили самым разнообразным образом в фонд нашей библиотеки. О двух из них я расскажу подробнее. Коллекция коллективного владельца в данном случае представляется у нас одной коллекцией, коллекцией библиотеки Санкт-Петербургского императорского минералогического общества. Ну, это такая интересная коллекция, которая у нас сформировалась довольно интересно и стихийно. И, к сожалению, мы даже не знаем источника ее поступления, но так получилось. Да? Но если говорить о коллективных владельцах, так сейчас у нас происходит в работе, да, реконструкция, научная реконструкция фонда Уссурийской земской библиотеки, которая является одной из предшественниц Национальной библиотеки Республики Коми, фонд, который, собственно говоря, вот этот фонд земской библиотеки и лег, поэтому достаточно у нас репрезентативное количество изданий из фонда этой библиотеки, есть ее каталоги, поэтому мы можем позволить себе сконструировать, ну, пока виртуальный тоже образ этой библиотеки. Потом он возможно, будет выделен и физически. Вот здесь я бы хотела остановиться на личной коллекции из нашей библиотеки. Это книжное собрание Петра Домакаша. Это коллекция ученого. Да, то есть, если говорить о личных коллекциях, как о довольно популярном типе коллекций в фондах библиотек, то они ведь тоже бывают разные, да, разного качества, разной направленности тематические. И
последствия, в хорошем смысле, да, работы с такой коллекцией, как научные, так и культурно-массовые, могут быть очень различны для библиотеки. Вот взять вот этот случай с коллекцией Домакаша. В свое время, да, в 2009 году сам ученый, видный ученый, филолог, литературовед, да, финно-угровед, подарил нам более 4000 экземпляров своей библиотеки. И эта библиотека не просто не библиофильская, да? Это библиотека не просто для домашнего чтения, а это именно библиотека ученого. Уникальное собрание, да, по своему составу. Изучая вот эти вот 4000 и более экземпляров, можно вообще очень много открытий и нам совершить. Ну, во-первых, можно увидеть тот контент, которым пользовался видный ученый для своей научной работы. То есть это уже готовая, да, готовая источниковая база для ученых подобного направления. Они могут приходить и, собственно говоря, уже изучать ее. То есть это работа не только для библиотекарей, да, исследовательская, в первую очередь мы изучаем состав коллекции, делаем какие-то выводы, да, как правило, изучение той или иной коллекции заканчивается научным исследованием, минимум статьей какой-то аналитической. Вот и в данном случае это очень богатый материал, который дал пищу, кроме того, что я уже назвала, еще и для такого проекта отдельного, да, такой музейной, можно сказать, направленности, как кабинет ученого. То есть, получив эту коллекцию и обосновав необходимость ее отдельного автономного хранения, причем не просто спрятанного в недрах книгохранилищ Национальной библиотеки, а именно с доступом к широкому кругу, в том числе и научной нашей общественностью, был организован вот такой кабинет ученого со специально придуманной и закупленной мебелью, мебельной группой. И, то есть, посмотрите, мы получили не просто богатейшую книжную коллекцию, мы еще и под нее получили пространство для работы, пространство для общения. То есть я думаю, что в каждой библиотеке может быть такая коллекция, может не такая обширная, может совершенно другой направленности, но под которую вы можете сделать, также организовать некое интересное место. Да, место притяжения, место силы. То есть ваша фантазия безгранична в данном случае. И смотрите, в этом случае именно книжная коллекция, приобретенная нами в дар, подала вот такой импульс для такого проекта. Ну вот о генеалогии книжных коллекций, да, об их изучении экземпляров, создании этих коллекций, как следствие создания еще и каких-то исторических образов и параллелей. Можно у Михаила Дмитриевича Афанасьева много почитать, интересные тоже такие вот работы. Ну вот нам, например, изучение наших фондов позволило в нашем музее книжной культуры реализовать вот два таких проекта-объекта, два генеалогических древа. Да, во-первых, это древо Национальной библиотеки Республики Коми от корней до сегодняшнего дня. И это все произошла реконструкция, в том числе и на основе изучения нашего фонда, реконструкции книжных коллекций и библиотек прошлого, и история периодики Коми-края на основании, опять же, коллекции периодических изданий в том числе. То есть это вот такой большой научный труд наших сотрудников. Он приобрел в том числе и вот такую визуальную форму. Сегодня, например, опять же, продолжая работу формирования коллекций, изучая фонд Национальной библиотеки, в том числе и книжные штампы, формируются вот уже практически сформированы две коллекции. Коллекция спецхран и коллекция лагерных штампов. Вот тут вот интересно, да, когда только книжный штамп является признаком, да, тем признаком, по которому идет отбор
экземпляров в ту или иную коллекцию, ну, по крайней мере, первичный. Потому что, например, если касаться того же спецхрана, тут не хронологический принцип, в общем-то, неприменим для отбора экземпляров, потому что довольно большой разброс, и это просто невозможно. Книг инвентарных практически не сохранилось, никаких картотек, поэтому вот штамп в книге – это вот тот признак, по которому коллекция формируется. Ну, к этому мы еще вернемся, да, по возможностям. Теперь рассмотрим способы получения и формирования более подробно коллекции в библиотеках. Ну, о том, что мы можем получить в дар, да, то есть могут нам привести целое собрание, целую коллекцию и подарить. Ну, понятно, что могут привести, и не говоря, что это коллекция, а просто на какой-то набор книг, и тут уж мы должны поработать с этим объемом документов и принять для себя решение, коллекция это будет или это будут просто экземпляры, которые пополнят фонды тех или иных библиотек. Но если это все-таки коллекция, то, в общем, стандартный такой набор действий производится, акт приема передачи оформляется. Чем больше сведений в самом начале формирования коллекции, либо ее обретения, да, вы получите, тем будет легче и проще потом работать с этой коллекцией, как-то ее развивать. Запишите, пожалуйста, подробные сведения о дарителе, о предыдущих владельцах, если есть такая информация. Но если у дарителя ее нет, вам придется поработать тут, конечно, самим. Все, что он знает о бытовании этого собрания, да, об истоках его, истории формирования, тоже обязательно нужно зафиксировать. Ну и, конечно, есть такой момент условия использования. Ну, это, как правило, касается все-таки части каких-то документов рукописных или особенно личных. Тут надо, так сказать, за подписью владельца получить свидетельство о том, что вы можете использовать эти материалы и в экспозиционной работе, и в работе научной, то есть что-то цитировать, что-то публиковать, публиковать полностью или нет. То есть это тоже должно быть оговорено. Ну, покупка коллекции – это тоже такой момент, когда мы тратим свои деньги, тут еще больше должно быть оснований, да, и понимания для того, почему мы хотим за деньги приобрести эту коллекцию. Ну вот у нас, например, коллекция, приобретенная за счет спонсорских средств, одна – это рукописное наследие Калистрата Жакова, его рукописи. Ну вот это единичный практически случай, да, когда именно было принято решение найти средства и приобрести, чтобы неправильно, потому что это реально действительно уникальная и интересная коллекция, и упустить ее нельзя было, важная для нашего края. Почему здесь вот у меня сразу идет тема изучения состава коллекции? Опять же, потому что, как правило, если мы получаем что-то уже, да, на руки, да, либо сформируем что-то стихийно, мы потом погружаемся в суть коллекции, чтобы составить ее полный портрет. Но если, например, вам предлагают что-то приобрести, да, или как предлагают в дар именно собрание книг как коллекцию и прям настаивают, чтобы она была таковой, вам нужно взять время, чтобы изучить состав этой коллекции. То есть просто поэкземплярный просмотр. Каждый экземпляр полностью просматриваем, смотрим сразу по нескольким критериям. Ну, конечно, мы рассматриваем и владельческие признаки все, которые на ней имеются, следы бытования в том числе. Устанавливаем те сведения о владельце, истории создания коллекции, о которых я уже говорила. Если есть какие-то уже источники, а это возможно, информационные про эту коллекцию, да, возможно, кто-то уже о ней что-то публиковал, да, или писал.
Такое тоже возможно. Вот желательно это выявить, посмотреть. Ну, и понятно, что общие сведения о коллекции сразу, да, мы должны понимать ее объем, процент соотношения тематический, видовой и языковой состав. То есть, по сути, мы создаем такой паспорт коллекции. Когда мы работаем с общим фондом нашим, да, осуществляем научный отбор из общего фонда. Когда мы принимаем решение о формировании какой-то коллекции, мы сразу же прописываем для себя, какие критерии для формирования этой коллекции первичны. Да? Допустим, вы понимаете, что в вашем фонде много собралось экземпляров с автографами, да, дарственными надписями, они как-то все систематически расставлены, и вы подумываете, что уже бы и неплохо, да, их собрать. Естественно, вы просто идете в фонд, да, и собираете, ну и самый такой простой вид, и собираете вот эту коллекцию автографов в одном месте. Вот такой. Может быть, критерий количественный отбора, он скорее вторичный, потому что строгих определенных прям правил, да, коллекция от какого количества экземпляров начинается, таких нет. Ну, пожалуй, это касается только коллекции книжных памятников. Там есть, ну и вообще, что касается книжных памятников коллекции, это отдельная тема, тоже мы ее постараемся сегодня затронуть. Хватит времени. Вот. Там более-менее четкие критерии для этого. Что касается других коллекций, тут уже вы смотрите сами. Да? У нас, например, есть очень небольшая, не более 25, возможно, 30 экземпляров коллекция из библиотеки, из личных книг Ивана Абатурова, но она настолько интересна по своему происхождению, и, в общем-то, столько мы из этого небольшого количества книг для себя взяли и в плане научной работы, и в плане экспозиционной, что у нас это реально выделенная автономная коллекция, с которой мы продолжаем работать сегодня. И что интересно, она у нас еще и пополняется. Пополняется за счет экземпляров, которые мы случайно находим в своем большом фонде, ну, в фонде Национальной библиотеки со штампами Абатурова. Как оказалось, у нас такие книги тоже есть, хотя коллекция к нам пришла извне от частных владельцев. Хронологический критерий, он возникает тогда, критерий отбора, когда вы формируете коллекцию именно по каким-то установленным границам временным. Как пример, тоже самый простой, коллекция, допустим, коллекция изданий периода Великой Отечественной войны. То есть тут же сразу вы устанавливаете рамки, то есть это 22 июня 1941 года и, скажем, 9 мая 1945 года. Вот все, что внутри этого периода издано по хронологическому критерию, то есть сразу. То есть коллекция, смотрите, коллекция тематическая, да, книги Великой Отечественной войны, но первый критерий, который вы используете для ее отбора, это критерий хронологический. Ну, понятно, что если, допустим, вы взяли целью этой коллекции не просто все издания, которые вышли в этот период, а, скажем, посвященные именно войне, да, аутентичны тем событиям, которые тогда происходили, это другое дело. Тогда уже вы, конечно, смотрите и внутрь тех экземпляров, но первичный отбор именно хронологический. Дальнейшее вот это развитие, да, и выделение чего-то, каких-то тем, это уже вопрос того, насколько та или иная коллекция у вас презентативная, большая, и какие планы вы на нее строите. Социально-ценностная, культурно-историческая значимость. Вот это такой момент, да, который применяется в том числе и в определении книжного памятника коллекции. Тут, конечно, нужно изучать очень много документов, много источников, чтобы понимать, насколько те или иные издания сами по себе отдельно, да, важны для данного региона,
или для страны вообще, может быть, это какие-то мировые, да, значимые. Но мы говорим в виде коллекции, и коллекция может быть состоять из не таких уж значимых исторически и культурных источников, но целиком, в целом ее воплощение, она может как раз представлять такой вот культурно-исторически, социально значимый объект. Типа видовые. Вот тут тоже в том случае, когда вы собираете, допустим, да, коллекцию миниатюрных тех же самых или малоформатных изданий, или изданий необычной формы, или изданий на необычных материалах, такое тоже может быть. Тут вполне все понятно. Да? То есть тут вы комплектуете именно подобного вида и рода издания. Это может быть и отбор из общего фонда, это может быть и целевое приобретение. Вот откуда-то извне. То есть вот такие, как правило, коллекции, они сформируются самими библиотеками и пополняются постепенно, в общем-то, как-то они прирастают. Если вы принимаете решение какие-то коллекции создавать, воссоздавать, принимаете на баланс, лучше все-таки это все, эти критерии прописать в локальных документах ваших, например, даже можно в положении о фонде, это если это фонд, допустим, редких книг, также о сохранности, например, тоже можно. Ну и понятно, что паспорт коллекции, то есть количественная тематическая характеристика, краткие сведения о владельцах, время приобретения, начало формирования, возможность ее пополнения, форма хранения, то есть отдельно она у вас или не выделена пока в составе фонда, но есть картотека. Вот это все можно прописать в очень простой таблице. Вот здесь вот у меня ссылочка на диск, вы можете также и воспользоваться. Там такой пример. Ну, особо мы не мудрствовали лукаво, взяли очень удобную форму, которая РГБ предлагает для создания справок о книжных памятниках, коллекциях. И, в общем-то, она очень удобная, можно создавать на любую коллекцию вот такую табличку и где-то ее себе иметь, да, как такой вот образ коллекции. Ну, вот такой алгоритм краткий, да, формирования коллекции, дальнейшее комплектование, покупка, принятие в дар по установленным критериям, ну, тут уже как бы все, опять же, зависит от той коллекции, которую вы формируете. По хранению. Поскольку все-таки автономность – это один из основных признаков книжной коллекции, нужна какая-то выделенная площадь, да, для хранения коллекции. И опять же, вы смотрите, это могут быть вполне просто отдельный стеллаж, отдельные полки в общем фонде. И вот коллекция также хранится в общем фонде, вы просто ее в периоды необходимости какой-то, да, достаете, что-то с ней делаете. Если же, вот как, например, в случае с Дамокшем, или с какими-то интересными видовыми коллекциями там каких-нибудь роскошных книг или необычных форматов. Вам хочется, чтобы люди заходили в библиотеку и сразу видели эту коллекцию, то есть такой сразу визуальную радость она вызывает, да, или какой-то вы там проект такой музейного толка организуете. Тут, конечно, не обойтись без специальной мебели, каких-то специальных интересных шкафов, в которых она может храниться. Вот это тоже довольно часто применяется. Внутренняя расстановка, тут многое зависит вообще, конечно, от типа коллекции. У нас большинство коллекций, например, внутри расставлены по инвентарным номерам, да, что-то по алфавиту. Но вот, например, если коллекция особой исторической значимости какой-то, книговедческая, как вот, например, той же РГБ, они изначально применяли принцип вот топохронологической расстановки, что им дало возможность очень много сделать методических разработок, каких-то научных открытий, потому что расставив имеющиеся у них экземпляры, скажем, там, рукописных кириллических изданий или там печатных кириллических изданий, они сразу могли увидеть, да, визуальный образ получить по облику книги того или иного времени, по тому, какие особенности у тех или иных изданий в тех или иных типографиях или изданных в тех или иных регионах. То есть таким образом они обеспечили себе хорошую возможность научной работы вот с данной коллекцией книг. То есть это такой, можно сказать, неформальный принцип расстановки. Ну и, наконец, любая коллекция
особенно хорошо и грамотно сделана, она может быть основой экспозиции, и не одной. Да, если у вас есть какой-нибудь даже музейный отдел в библиотеке, музейный уголок, или даже если его и нет, но вы всегда обязательно занимаетесь какой-то такой экспозиционной работой, библиотечной выставки, вот тут вот коллекция может для вас сыграть очень хорошую роль, оказать большую помощь в организации подобного рода мероприятий. Буквально 2 слова я скажу о работе с коллекциями книжными памятниками. Почему я хочу об этом говорить? Потому что, как я уже упоминала ранее, есть у нас в законодательстве о книжных памятниках четко прописанные критерии, да, что относится к книжным памятникам, что относится к книжным памятникам коллекции. Еще это важная тема, потому что сегодня регистрация, государственная регистрация, обязательный учет в специальном реестре книжных памятников Российской Федерации, он обязателен для всех библиотек. То есть если для каких-то частных владельцев или владельцев других ведомств, владельцев книг, это только добровольное согласие, то для нас с вами это обязательно. И если вдруг у вас в фонде появляется экземпляр, в котором вы подозреваете книжный памятник, либо совокупность книг, на которую вы смотрите и думаете, а не коллекция, а не книжный или памятник, это коллекция, вот тут вот вы сразу должны насторожиться и обратиться в региональный центр по работе с книжными памятниками ко мне, потому что вот с этого года, даже с прошлого, уже с конца прошлого года, начал работу экспертный совет по работе с книжными памятниками при Национальной библиотеке. И каждый книжный памятник, либо коллекция проходит через этот экспертный совет и далее обязательно регистрируется в реестре книжных памятников. Но чтобы понимать вообще, то это или не то, существует несколько нормативных документов, изменения в которых, я хочу особо подчеркнуть, в июне вступают в силу. Там важные изменения по определению, по критериям единичных книжных памятников. Там вы можете заглянуть в закон 16.1 статья. Там все прописано, что является единичным книжным памятником. Что касается книжных памятников коллекций, то формулировка очень проста. Да, коллекции, которые являются совокупностью документов, приобретающих свойства книжного памятника только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового родства, либо по иным признакам. Есть еще и ГОСТ, тоже недавний, 2019 года, где подобная же формулировка применяется. Но, как правило, что касается коллекции претендента на звание книжного памятника, то тут еще и вступает в силу количественный критерий. И от 100 экземпляров, как правило, рассматриваются такие коллекции. Но понятно, что это только первичный и очень формальный признак, потому что признание коллекции книжным памятником всегда производится только по социально значимому, по социально ценностному критерию. Да? То есть уникальность, известность того лица или той организации, которая была эта коллекция сформирована, и много-много других признаков. То есть если у вас есть интерес вот к этой теме, я призываю вас изучить эти документы, и тогда вы уже можете понимать, если вдруг вы увидите, да, какой-то такой вот объем, некий объем носителей информации, скажем так, документов, которые, по вашему мнению, могут претендовать на это звание, дайте знать нам. И вот в эту же тему я хочу сказать об анализе ценности коллекции. Да? В данном случае тут нужно просто так же, как и всякую любую коллекцию, изучать, устанавливать соотношение между отдельными видами и типами изданий общим объемом, о котором я уже сказала. Если есть какие-то сами по себе уникальные издания внутри коллекции, их обязательно нужно выделять.
Потому что бывает так, что коллекция, например, не тянет на книжный памятник, а внутри нее есть пару экземпляров, которые как раз единичными книжными памятниками могут являться. Ну и описание коллекции, оно, в общем-то, делается по той же схеме, о которой я говорила выше, которую вам также я предлагаю к использованию. Информацию более подробно о нашей работе, о наших книжных памятниках, о владельцах их можно почерпнуть вот из этого сайта «Книжные памятники Республики Коми». Ссылку на него вы найдете и в презентации, и на сайте Национальной библиотеки. Если зайдете, вы можете также отдельную иконку, эмблемку увидеть этого сайта, зайти и посмотреть. Реестр книжных памятников Российской Федерации. Ну, на сегодняшний день в Республике Коми личный кабинет для ведения книжных памятников пока есть только вот у нас в Национальной библиотеке. Ну, по закону каждый владелец может работать из своего личного кабинета и размещать информацию, но прежде чем информацию о книжных памятниках, в том числе и коллекциях, размещать на этом ресурсе, повторяю, должна произойти процедура экспертизы. Этим занимается экспертный совет при Национальной библиотеке. То есть без экспертного заключения вы не сможете разместить информацию на этом ресурсе. Сейчас мы вернемся все-таки к нашим родным осинам, к коллекциям, которые есть у нас. Ну, неоднократно я сегодня уже сказала, что книжная коллекция – это очень хороший инструмент для научно-исследовательской работы, для каких-то просветительских проектов. Научные исследования, методические разработки, фокусные точки, по которым вы можете работать с этой коллекцией. Это может быть и персона, да, того владельца, личность владельца этой коллекции, и тема коллекции, и формы книг, да, разнообразные. Вы можете проекты экспозиционные реализовывать, аналитический материал, который у вас появится после плотной работы с каждой коллекцией, он практически всегда выливается именно вот в какую-то научно-практическую статью, либо, по крайней мере, в материал в нашей профессиональной периодической прессе, периодике. Вы можете создать каталог коллекции. Это тоже будет и, может быть, и отдельный такой издательский проект, очень интересный. Но это в зависимости от той коллекции, на основе которой вы работаете. Потом, есть еще такой момент. Иногда, собирая какую-то коллекцию, вроде бы такую несложную, простую, задают вопрос, ну вот мы сделали, что делать дальше? Вот если взять, опять же, самый простой пример, те же самые автографы, да, которые часто на библиотеке, кто стихийно, а кто намеренно начинают формировать. То есть, да, приходит какой-то важный, интересный гость в библиотеку, что-то рассказывает, приглашает, или автор книги рассказывает о своей книге. Берем автограф, да, ставим на полку. Это очень хорошо. Да? То есть со временем соберется замечательная коллекция, вы будете знать, кто, то есть иметь такой полный перечень, да, ретроспективу, кто у вас побывал, с каким визитом, что происходило в тот или иной момент с этой книгой в вашей библиотеке. Интересно, но в то же время коллекция автографов, она ведь может быть более глубоким проектом. Например, у знающих людей, грамотных собирателей, библиофилов, нет такого понятия автографа, как просто росчерка фамилии, да, пера, то есть подписи. Есть определенные правила дарственной надписи, там не менее там скольких-то слов или строк. То есть какие-то сведения должны быть обязательно в этой дарственной надписи. И именно есть собиратели, которые по такому принципу собирают автограф. И даже если они подошли к кому-то, к писателю на встрече, и он просто росчерком пера расписался, они добиваются того, чтобы он сделал это все-таки по всем правилам. Вы можете эти правила также применять, и тогда ваша коллекция будет наполнена новым, совершенно новым, другим, более полным смыслом. И
впоследствии можно будет делать более глубокий анализ. Вот сейчас, как я вам обещала, во-первых, больше яркости визуальной будет моя презентация. Во-вторых, я хочу рассказать просто пример формирования одной коллекции. Почему я выбрала именно ее для этого примера? Потому что, собственно говоря, я ее сама от истоков, да, от начала и сформировала. То есть все ее этапы ее создания, формирования и дальнейшей жизни, они произошли на моих глазах и, в общем-то, собственно говоря, моими усилиями. Поэтому вот я считаю, что вот это пример, тот пример, который может воспроизвести любая библиотека. То есть здесь нет каких-то отношений с книжными памятниками, с какими-то глубокими историческими параллелями, да, и прочим, что вот, например, многие говорят, что вот у вас большой фонд национальной библиотеки, у вас там своя история, это действительно так, вот а у нас там фонд маленький, он скорее оперативный, но на самом деле вот такая вот коллекция, она может быть сформирована вот в любом месте, в любое время, нужно только вовремя, как говорится, понять, что мы получили. Итак, вот небольшая предыстория. Несколько лет назад, возможно, я даже вспомню, в каком году, да, наверное, в 2015 году. Как вы знаете, у нас есть обменно-резервный фонд в библиотеке, туда приносят люди книги, те, которые они уже считают занимают слишком много места у них дома, либо ненужные, либо вот почему по каким-то другим причинам. И вот мы потом решаем, что с ними делать, распределяем по фондам других библиотек, что-то берем себе. И, конечно, когда какие-то интересные, значительные приходят большие поставки, уж первой ночи у нас, да. И вот как-то вот поступили несколько коробок книг. И получилось так, что вот они зафиксировали ниоткуда, просто привезли и поставили, да, и стали разбираться. И первой, так сказать, первой ласточкой, первой мыслью о том, что это может быть что-то интересное, из этого может что-то выйти, явились вот такие вот несколько эскизов. Да, то есть среди книг и разных других материалов вот в этой коробке были вот такие эскизы на досках, обтянутых тканью. Посмотрев на них, сразу было понятно, что это эскиз обложки книги. Да, тут вот тебе и автор, и название, и вроде как кто-то видел такую книгу у нас, точно в депозитарии она есть, просто какая из обложек вышла, так сказать, в лидеры, мы уже не помнили. Книгу нашли. Да? И, естественно, мы предположили, что, скорее всего, это эскизы принадлежат тому самому художнику-иллюстратору, который вот этой книгой занимался. Нашли книгу на островах Ледовитого, посмотрели иллюстрации художника Станислава Анфимовича Торлопова. Станислав Анфимович Торлопов – это народный художник России, это очень известная личность в Республике Коми, человек со многими регалиями. Его работы хранятся во многих музеях, даже в Третьяковской галерее. И понятно, что и в нашей галерее Национальной Республики Коми. То есть сразу понятно, что это, скорее всего, библиотека этого человека. Утвердились мы в этой мысли. И далее, когда стали поэкземплярно, просто поэкземплярно, вот раскрыв эти коробки, просматривать то, что нам привезли. Очень многие экземпляры имели вот такие следующие владельческие признаки. Да, это уже после эскизов пошло. Росчерки Торлопов С, собственность С Торлопова, фломастер, ручка, чернила, ТС инициалы. И во многих книгах в качестве даже закладок были, собственно говоря, и визитки Станислава Анфимовича, что, в общем-то, укрепило нас еще больше в мысли, что, скорее всего, у нас сейчас сформируется, не знаем пока большая или небольшая, но коллекция. Что было дальше? Книг было гораздо больше, чем вот те 310 экземпляров, о которых вот здесь идет речь. Но мы сразу решили, что будем отбирать именно целенаправленно. Целенаправленно, по каким направлениям мы пока не знали. То есть для этого мы перелопатили, собственно говоря, весь
вот, весь тот объем материалов, который нам в этих коробках пришел. Обозначили сразу несколько направлений. Понятно, что основополагающее это изобразительное искусство. Тема была материал по изобразительному искусству. Какая-то часть была художественной литературы. И еще несколько интересных экземпляров. Вот я об этом сейчас расскажу. Прежде чем формировать, да, вот эту вот коллекцию, я обратилась к документам. Понятно, что изучила и те факты биографии, которые в открытом доступе были у Станислава Анфимовича, и какие-то уже выпущенные статьи, альбомы с сопроводительными какими-то тоже статьями исследователя о нем. И в том числе все-таки я решила обратиться к материалам нашего национального архива, а именно к фонду Союза художников Республики Коми, которому Станислав Анфимович и входил в него и принадлежал. Вот. И там тоже много интересного, чего мне удалось почерпнуть. Да? Например, такие вот, казалось бы, маленькие нюансы. Да? Изучаешь там материалы какого-то заседания обычного, и вот протокол. Да, протокол прямо пишут. Там такой-то выступил с тем-то, такой-то с тем-то. С. Торлопов там сказал то-то, то-то. И раз прям смотрю цитата, что предмет дает точную характеристику его владельцу. То есть по предмету можно понять, кто его владелец. Ну вот я сейчас не точная цитата, но я ее прямо для себя выписала с источником, потому что я понимала, что это прям девиз той коллекции, того образа, который уже у нас нарисовался. Изучая биографию этого человека, да, мы знаем, что он уже с малых лет участвовал в каких-то художественных конкурсах. И в Москве в одном из конкурсов в возрасте 12 лет получил диплом и, как написано в газете, довольно большое собрание книг по искусству. То есть тут уже родилась гипотеза, что, возможно, его библиотека начала формироваться именно тогда, то есть когда он был подростком. Потом он учился в училище художественном, он готовился к профессии преподавателя рисования, но он сразу его Поляков забрал в Союз художников, но тем не менее вот эти вот два издания довольно-таки видно, что сильно используемы, как пользоваться темпером и как пользоваться масляными красками, они нам дают как раз такое настроение того времени, как человек, вот план уроков по черчению, как человек готовился к этой своей будущей профессиональной стезе, именно преподавательской, но в том числе и художническая такая вот часть, посмотрите, да, вот это вот форзацный лист, где набросан был состав красок, из чего они там могут состоять, камфора, мед, да, то есть вот книги были не просто информация, это еще были такие записные книжки, профессиональные. Вот, об этом еще позже скажу. Ну, довольно большой такой контент, довольно большая часть этой коллекции – это каталоги различных выставок. Чаще всего это те выставки, в которых сам Торлопов участвовал. Но вот это отдельная часть этой коллекции, которой мы пополнились, потому что вот такого рода материалы, а именно каталоги выставок, они у нас, в общем-то, присутствовали в такой небольшой части, ну, как правило, в краеведческом депозитарии. А тут вот мы получили просто такое общее представление о том, какие художественные выставки советского периода вообще существовали, где они проводились, кто в них участвовал. Вот те выставки, в которых принимал участие сам бывший владелец вот этой коллекции, те каталоги, они еще и вот отмечены вот такими личными пометками, личными расчетами, зарисовками. То есть, смотрите, это дополнительная информация, которую мы можем получить для реализации опять какого-то проекта. Отдельно также на некоторых довольно большое количество каталогов дарственные надписи от тех мастеров, художников,
чьи выставки проводились и о чьих выставках в этих каталогах информация. То есть это не просто каталоги других выставок других художников, а именно с дарственными надписями самому Торлопову. Это тоже отдельная часть этой коллекции. Торлопов, иллюстратор книг, это одна из тех тем, да, которая меня заинтересовала, потому что в нашем депозитарии довольно много книг оказалось с его иллюстрациями, и это тоже такое направление, например, экспозиционное, которое родилось именно в процессе изучения данной коллекции. То есть вот эти книги не из его коллекции, это книги из нашего фонда, но, например, тема Торлопов иллюстратор для какой-нибудь юбилейной выставки, даже небольшой, или какого-нибудь отдельного исследования, тоже хороша. Потом краеведческий компонент тоже хорошо представлен сильно. И, например, дарственные надписи поэтов и писателей на сборниках произведений, это тоже показательно, что в каких кругах вращался владелец, да, потому что там довольно личные обращения в этих, не просто неформальные. То есть мы понимаем, что это еще и не просто круг художников, да, людей искусства и культуры, но и круг друзей. Опять же, иллюстраторов. Мы видим дарственные надписи на книгах с этой коллекции. Потом его биография говорит о том, что он был еще и путешественником и увлекался геологией. Та же самая книга «На островах Ледовитого», он не просто ее иллюстрировал, он еще и, это книга о путешествии, о научной экспедиции, в которой он сам принимал участие. Потом в журнале «Арт» в начале 2000-х был опубликован его вьетнамский дневник Станислава Торлопова, где он рассказывает о своей поездке. Иллюстрация этой поездки в виде одного экземпляра существует также в его коллекции. Вот такой литературно-художественный журнал вьетнамский с дарственной также надписью Станиславу Торлопову также присутствует вот в этом собрании. Дарственная надпись на болгарском языке от автора Георгия Мирчева говорит в том числе и о том, что в свое время Торлопов работал в Болгарии, также в творческой командировке. Ну, его научные интересы, он даже публиковал статьи в научных сборниках нашего Коми-научного центра. И, наконец, очень интересную информацию можно получить, просто просматривая экземпляры коллекции художника. Вот открываешь, а там на полях, на форзацных листах зарисовки. Вот смотришь, да, и сразу какая-то вот, лично у меня ассоциация пошла, это вот к Бенуа и с костюмом к балету, например, Петрушка, да, вот она танцовщица. Но не факт, что Торлопов имел это в виду, но мысль-то уже пошла, и я уже понимаю, что я могу это где-то использовать. Эскизы различного рода, они служат и закладками в книгах библиотеки художника. Это тоже вошло в эту интереснейшую коллекцию. И вот еще последний такой нюанс. Пару журналов «Огонек» с 40-х годов изначально мы, в общем-то, не хотели включать, когда при первом беглом осмотре их в коллекцию, как раз хотели закрыть лакуны нашего фонда периодики. Как раз этих номеров не было. Но перевернув один из журналов, на обороте, на нижней обложке, мы поняли, что этот журнал служил не просто источником информации и чтения для него, а еще и палитрой, на которой он смешивал краски. И сама эта обложка, видите, она похожа на какую-то картину, если ее взять в рамку, вполне может себе служить произведением искусства. На самом деле, вот кто знает, сколько интересных полотен вышло из-под его кисти, когда он смешивал вот на этом журнале эти краски. Подробнее вот статью об этой библиотеке, об этой коллекции вы также можете вот по ссылочке внизу изучить. То есть, по сути, она такой обобщающий аналитический материал, сопровождающий эту коллекцию. Это как результат вот и первичного отбора, и формирования этой коллекции, и ее сегодняшнего существования. То есть вот этот пример как раз когда формируется коллекция неожиданно,
от истоков до вот какого-то такого полного объемного образа. Дорогие коллеги, закончилось и наше время. Вот, и, собственно говоря, тот материал, который я для вас сегодня собрала, многое осталось, сразу скажу, за кадром. Хочется просто по каждому виду, по каждой коллекции отдельно разговаривать, но хочется разговаривать и предметно. Поэтому, если у вас есть какие-то конкретные примеры, конкретные вопросы, которые вы бы хотели обсудить, пожалуйста, я всегда открыта для общения, мы можем с вами поговорить всегда, в том числе и сейчас. Спасибо вам за внимание. Слушаю вас, если вам есть что сказать. Стас, как мне увидеть? Коллеги, если сейчас вы пока не готовы что-то сказать или о чем-то спросить, это может состояться позже. В презентации есть, повторяю, все мои контакты. Вам спасибо за внимание. Но еще минутку я подожду, может быть, вы что-то мне напишите или что-то скажете. Всем спасибо. Что? Выключаемся тогда.